Я сейчас хочу сказать, что я нуждаюсь в вашей поддержке, уважаемые друзья. Я сегодня в эфире озвучиваю, что сейчас я вынужден собирать 25 миллионов тенге на вот эти два процесса. 25 миллионов тенге. В прошлый раз я собирал 15 миллионов тенге, сейчас 25 миллионов тенге, потому что два судебных процесса, уважаемые друзья. По завершению эфира я напишу пост и еще раз уточню все реквизиты и так далее. Ну и что еще важно, вы должны понимать, что эти судебные процессы, они не закончатся. Ну, в Америке я, конечно, выиграл все процессы, хотя казахские СМИ рассказывают, что вот там меня оштрафовали на 200 миллионов долларов, все это вранье. Америка, я не знаю, будет у них снова открываться, будет у них возможность иски подавать или нет, но они, казахская сторона, могут придумывать любые иски. И это будет продолжаться все время, пока я в борьбе, пока я организовываю борьбу по смене режима. Меня здесь мне просят, говорят, не останавливайтесь, держитесь. Я еще раз хочу повторить. Столько лет я боролся не для того, чтобы остановиться. Я потерял свое состояние многомиллиардное не для того, чтобы остановиться. Я пережил похищение семьи, суммарно просидел в тюрьмах 5 лет. Сейчас, чтобы вы понимали, у меня сроки следующие. 6 лет было, 20 лет заочное осуждение, пожизненный срок. Недавно меня заочно в России по просьбе режима Назарбаева-Токаева судили на 15 лет. Поэтому, понимаете, это яростная борьба, которая вообще не остановится. Пока я жив, эта борьба не остановится. Но, уважаемые друзья, я увидел вашу решительность, готовность действовать. И в этой связи я хочу сказать, что без вашей поддержки, без вашего прямого участия, этот режим никто не может свалить в одиночку. Никто. В этой связи я хотел бы вам просто показать, что происходит в нашей стране. Мы должны понимать, что Токаев методично сливает нашу страну Путину. Вот, собственно, что сделал Лукашенко с Беларусью. Это уже губерния России, одно название, что Беларусь. Смотрите, пожалуйста, что происходит. Я хотел вам привести простые факты. Вот в феврале 22 года, вот представьте себе, в январе происходит событие Хантар. В январе заходят войска ОДКБ, по сути Путин, вы все прекрасно знаете. Подавляется народное выступление, а в феврале месяце Токаев назначает руководителем госхолдинга Байтерек кого? Некого Каната Шарлапаева. На тот момент он гражданин двух стран, России и Великобритании. Понимаете, это, к сожалению, мы все упустили, не обратили внимания. То есть холдинговая компания государственная Байтерек там назначает руководить Каната Шарлапаева. Канат Шарлапаев возглавляет холдинг Байтерек, будучи гражданином России и Великобритании. Он даже не был гражданином Казахстана. Теперь дальше. То есть он возглавляет как совет директоров. Теперь дальше смотрите, что происходит. В августе 22 года, когда в разгаре война России против Украины, этот Канат Шарлапаев организовывает покупку Сбербанка России. Байтерек покупает, вот госхолдинг Байтерек. Сейчас в своем интервью этот Канат Шарлапаев заявляет, что там деньги бюджета не использовались. Он врет, потому что ресурсы шли от государства, не откуда-либо. От Басыбанк, бывший Жилстройбанк. По сути, те деньги, которые вливал в бюджет страны, он дал займ Байтереку, холдингу, и Байтерек покупает Сбербанк. Часть средств на покупку кредитного портфеля отправляет Халыкбанк Тимура Кулебаева. То есть, представляете, для чего туда посадил Путин своего человека, гражданина России, этнического казаха? Для того, чтобы активы страны, экономика страны была перестроена под олигархов Путина. И наша финансовая система, чтобы помогала и качала деньги в пользу Путина. Такие же действия сделал Турлов,
который в июне 22 года в разгар войны стал неожиданно гражданином Казахстана и оказывает финансовые услуги через MasterCard и так далее, граждане России, российская система финансов попала под санкции, и граждане России фактически лишены пользоваться платежными системами Visa, MasterCard и так далее. И все это обеспечивает фактически гражданин России Турлов, Тимур Турлов. Теперь вот, пожалуйста, смотрите, сажает на эту позицию Байтерек Каната Шарлапаева. Его отец являлся депутатом Единой России, партии Путина. И, кстати говоря, он был осужден за коррупционные действия, за взяточность, его отец. Все его родственники являются гражданами России, а дети являются еще гражданами Великобритании. Ну и вот что получается. Для чего его посадили? Сбербанк куплен. Теперь смотрите, в ноябре 2022 года, это все продумывается, целый этап делается. Этого Каната Шарлапаева, Токаев, точнее он отказывается в ноябре 2022 года от гражданства России, а у него еще есть гражданство Великобритании, и получает гражданство Казахстана. И вот сейчас его назначает министром промышленности. Вдумайтесь, человек, который имеет гражданство Великобритании и имел до этого гражданство России, возглавлял крупнейший государственный холдинг, становится министром промышленности. У него берут интервью, он говорит, я от российского гражданства отказался, но не говорит, отказался ли он от гражданства Великобритании. Понятно, что он не отказался. Понятно, что он не покажет документ, который подтверждает, что отказался. О чем это говорит? Что Путин посадил своих людей на ключевые должности в нашем правительстве, и сейчас идет поглощение экономики нашей страны. Вот сейчас я вам просто приведу пример. Недавно совсем правительство заявляло, что, главное в лице вице-премьеров, что вот там аварии случились в Темиртау, на шахте на ArcelorMittal. И в этой связи якобы правительство ведет переговоры, хотя они не собственники, между прочим, с компанией Северсталь, это олигарх Путина, который попал, между прочим, под санкции. И вот сами члены правительства, министры это сказали, и Скляр, вице-премьер, вот буквально вчера это опроверг. Типа, не, мы никакие переговоры не ведем с российскими олигархами, сейчас изучаем и так далее. Ну, во-первых, они же формально не собственники, они и переговоры вести не могут. Как это? Только собственник может вести переговоры по продаже своих активов. То есть они просто таким образом показали, что является по сути собственником. Собственником этого актива ArcelorMittal ключевым является Нурсултан Назарбаев. Именно поэтому правительство ведет переговоры. И вот как-то после того, как поднялся шум, они начали откатываться и говорить, что нет, там другие инвесторы будут, России там не будет. Кто сейчас промышленностью руководит? Министр промышленности сейчас Шарлапаев, который командирован Путиным в Казахстан.